Администрация школы всегда учитывала наше мнение, и мы совместно решали различные проблемы. В апреле этого года ученическое представительство совместно с администрацией и техническим персоналом гимназии завершило ремонт в помещении школьного радио. Но ничего бы этого не было, если бы еще в начале года директор нашей гимназии Любовь Алексеевна Фомина не предложила ученическому самоуправлению сделать ремонт в помещении школьных радиоэфиров, который за 30 лет существования гимназии ни разу не подвергалась реновации. Адаптация в новой школе – обычно сложный и долгий процесс, но не в моем случае поступление в Нарскую Солдиновскую гимназию. Я считаю, что большую роль в этой дружелюбности нашей гимназии играет наша администрация. Сложно представить, как директор предложит тебе стать руководителем одной из комиссий комитета ЮНЕСКО, несмотря на то, что ты проучился в школе меньше полугода. Но так произошло со мной. Ну а главным качеством нашей администрации, я считаю, понимание того, что школа прежде всего создана для учеников. За этот учебный год ученическое представительство организовало День кошек, День наоборот, открыло школьное радио и провело неделю молодежи, а также многое-многое другое. Всем этим достижениям мы, конечно же, обязаны администрации нашей школы за то, что позволяет ученическому представительству вносить актуальные и интересное разнообразие в школьную жизнь не только учеников нашей школы, но и учителей. В нашей гимназии все всегда делается для учеников, и это прекрасно видно. В первую очередь это заслуга руководства школы, которые придерживаются такой тактики. Помимо учеников в школе есть и учителя, которым может не понравиться идея учеников. Как правило, если учителям не нравится, то ничего не будет. Но это не наш случай. Администрация всегда старается найти середину, чтобы было комфортно не только ученикам, но и персоналу гимназии. В любые сложные моменты жизни администрация всегда поддерживала меня, не давая никогда шанса просто так опустить руки. Я считаю, что не во всех школах во время конфликтных ситуаций администрация не встанет на сторону учителя, а предпочтет середину между педагогом и учеником. Нам как раз повезло. Ученика всегда выслушают и никогда не скажут «ты сам виноват». Я считаю это большим плюсом для нашего руководства. Ученическое представительство ежемесячно организовывает различные мероприятия в школе. И, как правило, их качество всегда зависит от поддержки. И как раз в этом наша администрация всегда на шаг впереди. Наша идея всегда поможет реализовать и поддержать директор Нарской Солдиновской гимназии Любовь Алексеевна Фомина. Наши заучи Ирина Викторовна и Елена Викторовна помогут найти выход из сложных ситуаций и дать хороший совет. Елена Михайловна, заместитель директора по хозяйственной части, быстро поможет найти оборудование и помещение для мероприятий. Секретарь Светлана поможет распечатать все необходимые бумаги и подсказать, где находится любой сотрудник в школе. Специалист по персоналу Татьяна мгновенно поставит замены уроков и просто поднимет настроение. Ну а всю нашу работу УП проконтролирует руководитель по интересам Наталья Николаевна. В общем, для УП школа – это второй дом, а администрация – вторая семья. Спасибо.